Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Праздник весны и труда сосногорцы вместе со всей страной отметили шествием трудовых коллективов. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Социальная сфера и благоустройство. Что обсудили общественники на очередном заседании. 74 минуты вместе с героями. В Сосногорске стартовала ежегодная патриотическая акция «Вахта памяти». Орленок-2019. Кто представит наш муниципалитет на региональном этапе спортивно-патриотической игры? Весна наконец-то вступила в свои права. Начало последнего месяца сезона принесло в наш город плюсовую температуру и ощущение праздника. Первомай сосногорцы отметили шествием и народным гулянием. Колонны трудовых коллективов начали формироваться на улице Куратова. Здесь представители городских предприятий, профсоюзы, а также спортсмены, медики, учителя и другие. Многие из тех, кто принял участие в шествии, помнят, как это было раньше, в Советском Союзе. Раньше вообще было очень интересно. Во-первых, все время была погода. Во-вторых, всегда были демонстрации, в порядке приказном. Но шли с удовольствием, потому что всегда были транспаранты, шарики, веселое настроение, очень большая площадь. Весь народ радовался. И сегодня, между прочим, чем-то напоминает даже, как раньше было. Помню, как с мамой ходил от ее управления тепловодоканала в Воркуте на демонстрации. Шли по центральной улице до Дом культуры шахтеров. Все шли с красными флагами, с красными шарами. У всех было праздничное настроение. Это был поистине настоящий праздник в то время. И всегда в Воркуте, хоть и лежал снег, но было солнечно, как сегодня. Маршрут, как и в прошлые годы. Старт по улице Пионерской, затем финишная прямая по Ленина и конечная точка маршрута – площадь Гагарина. Первомай у большинства людей всегда ассоциировался с демонстрацией, в которой не было места протестным настроениям. Зато всегда находилось место дружескому общению. Участников шествия поприветствовал глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Первомай – это всенародный и всеми любимый праздник. И он вдохновляет нас на добрые дела. Он объединяет каждого, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день нашего района. И нам много еще предстоит сделать для его процветания. И у нас есть на кого равняться и с кого брать примеры. Мы можем гордиться трудовыми достижениями наших ветеранов. Дорогие земляки, примите самые теплые поздравления с этим замечательным весенним праздником. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и согласия, мира и созидания на благо родной земли. В полдень на площади Гагарина начался праздничный концерт. Горожане с удовольствием приобщились к творчеству земляков. В целом праздник весны и труда в Сосногорске получился ярким и позитивным. Город стряхнул остатки зимнего сна, а горожане порадовались приближению лета. В минувший понедельник в Коми наступил пожароопасный период. Соответствующее постановление было подписано в правительстве региона. Количество пожаров и загораний в это время может возрасти в разы при сжигании прошлогоднего мусора и травы. Погода весной очень переменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают большие размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. Добавим, что начало пожароопасного сезона устанавливается исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. Теперь к другим темам. Члены общественного совета Сосногорского района обсудили вопросы развития сельских населенных пунктов. Общественники затронули темы образования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. О чем шла речь на заседании, узнал Андрей Калиничев. Ремонт муниципального жилого фонда в сельских населенных пунктах хоть и не возглавил повестку дня, но все же стал главной темой заседания общественного совета. Как отметила исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Виктория Гоголева, в прошлом году работы были произведены в 8 домах, расположенных в Сосногорске, Ирайоле и Малой Пере. Важно отметить, что в состав городского поселения входят также многие села, деревни и поселки муниципалитета. Именно поэтому они включены в один реестр, который определяет очередность ремонта. Ремонтные работы по вышеуказанному реестру мы проводим строго исходя из очередности поступивших заявлений граждан и лимитов средств бюджета городского поселения Сосногорск на данный вид работ.
При этом Виктория Гоголева отметила, что объем ремонтных работ напрямую зависит от того, насколько добросовестно наниматели платят за аренду жилья. На сегодняшний день ситуация оставляет желать лучшего. Долги населения составляют ровно половину тех средств, которые должны поступить в бюджет. Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко поручил усилить работу по взысканию задолженностей. Благодаря этому удастся значительно увеличить количество домов и квартир, в которых будет произведен ремонт, отметили члены общественного совета. Поддержали общественники и строительство социокультурного центра в селе Устюхта. Как отметила руководитель отдела культуры Марина Никитина, этот проект уже давно обсуждается в Сосногорском районе. Теперь его реализация – вопрос почти решенный. Необходимый пакет документов получен. Для того, чтобы подать эту заявку на следующий год на финансирование в рамках национального проекта «Культура», нам необходимо согласование места строительства нового здания досугового центра. Земельный участок определен, ему присвоен адрес, это село Устюхта, улица Школьная, дом 2Б, пересечение улиц Центральной и Подгорной, это место, где в свое время планировался к строительству досуговый центр. Также общественники заслушали информацию об организации труда и отдыха детей, проживающих в сельских населенных пунктах, результатах правоприменительной практики МЧС России в Республике Коми и ряду других вопросов. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Общественная палата Коми должна стать координатором общественных организаций и инициативных граждан республики. Такую задачу обозначил глава региона на встрече с членами общественной палаты, которая прошла в начале недели. Обращаясь к участникам встречи, Сергей Гапликов подчеркнул роль общественного контроля за реализацией национальных проектов на территории республики и необходимость мобилизации всех имеющихся ресурсов для достижения качественных изменений в сферах экономики и социальной жизни. Уже удалось сделать достаточно много. В своем составе вы решаете ряд насущных вопросов, особенно активно подключились к решению тем, связанных с мусорной реформой. Это тоже чувствительная деятельность общественной палаты, я на это обращал внимание. И повторяю, что сейчас мы совместно должны решать эти вопросы, особенно в рамках формирования общественного контроля. Важно не только выявлять проблемы, но и предлагать конкретные решения, отметил также глава. Поэтому Общественная палата республики должна стать координатором общественных организаций и активных граждан республики по выработке таких инициатив. Меньше чем через неделю наша страна отпразднует очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Важной частью торжественных мероприятий станет традиционная акция «Бессмертный полк». Прошагает он и по Сосногорскому району. Сосногорский праздничное шествие колонны начнется 9 мая в 13 часов. Бессмертный полк начнет движение от улицы Оплеснина и завершит свое шествие на площади возле Дома детского творчества. Принять участие в акции может каждый, кто помнит и чтит своего родственника, ветерана Великой Отечественной. Для этого необходимо лишь изготовить транспарант или штендер с портретом и именем своего предка. Добавлю, что пройдет бессмертный полк не только по Сосногорску. Также к акции присоединятся и другие населенные пункты нашего района. В Сосногорске стартовала ежегодная муниципальная акция «Вахта памяти», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Местом ее проведения традиционно стал городской сквер Победы. 74 минуты вместе с героями. Именно под таким девизом проходит «Вахта памяти» в этом году. Ведь именно 74 года прошло с 9 мая 1945-го. Ежедневно, вплоть до Дня Победы, учащиеся городских школ будут нести почетный караул у стелы героям войны. Целью акции является патриотическое воспитание молодежи. Ребята проявляют свое чувство гордости за подвиг, который когда-то совершили наши деды, прадеды. Также в этот день знаменная группа кадетской школы города Сосногорска получила копию знамени, которое советские солдаты водрузили над Рейхстагом. Патриотическая эстафета «Знамя Победы» охватила все общеобразовательные организации района и завершится передачей знамени на городском мероприятии 9 мая. Эта акция помогает нам помнить о тех героях, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы жили в мирное время, чтобы мы ходили свободно по улицам, гуляли, радовались просто жизни. И мы должны бы помнить, какой ценой все-таки завоевана победа, и помнить всех, которые положили жизни ради нас.
По традиции, участники акции в первый ее день запустили в небо бумажных голубей и воздушные шары, как дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне и как символ мира. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске завершился муниципальный этап республиканско-спортивной патриотической игры «Орленок». Несколько месяцев команды, представляющие школы района, состязались в силе и ловкости. Но не только. Какие навыки воспитала игра в ее участниках и кто в итоге стал победителем, расскажет Елена Двожик. Товарищ главный судья, команда школы номер 2 города Сосногорска на соревнования «Орленок» прибыла. Командир Гришко. Вольно строй. Игра проходила в несколько этапов. Одни требовали хорошей физической подготовки, ловкости и умения точно попадать в цель. Другие, как, например, викторина по страницам истории Отечества, проверяли теоретические знания по заданной теме. Кто-то преуспел в одном, кому-то легче далось другое. Однако на пути к победе важно все. И, наверное, не случайно, что последний этап муниципального «Орленка» называется «Красив в строю, силен в бою». Другими словами, смотр, строя и песни. Участники соревновались в построении, ходьбе строевым шагом, выполняли строевые задачи как командные, так и индивидуальные. Кроме этого, оценивались сдача рапорта и выполнение команд, отдаваемые командиром. Это со стороны кажется, что все участники смотра выглядят спокойными и уверенными. На самом деле волнуется каждый, а особенно командир. И особенно, если командир – девушка. Для меня показалось это трудным, потому что надо не перепутать под какую ногу, правильно все четко говорить и не ошибиться нигде. Анна учится в 8 классе кадетской школы, однако уже сейчас задумывается о своей будущей профессии. Да, думала. Я хотела пойти в МВД и до сих пор над этим думаю. У меня есть еще 3 года, так что я успею подумать. По словам главного судьи муниципального этапа военно-спортивных состязаний, уровень участников игр с каждым годом растет. Конечно, растет, потому что работаем над ошибками, в том плане команды работают, обсуждаем с руководителями команд нюансы, даже сейчас моменты, спорные моменты есть, спорим, а в споре рождается истина, поэтому улучшения есть, конечно. Всего в соревнованиях приняло участие 7 команд. Победителем смотра строя и песни признана команда кадетской школы. Она же по количеству набранных баллов всех игр стала победителем муниципального этапа «Орленка-2019». Второе место у команды школы номер 1. На 3-м месте 4-я городская школа. Теперь победителю предстоит защищать честь района на региональном уровне, который пройдет уже в этом месяце в Сыктывкаре и будет посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе и Республике Коми продолжается благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». Напомню, на собранные в ходе акции средства ветеранам оказывается адресная помощь. Приобретается необходимая бытовая техника, мебель и многое другое. Также на эти деньги реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны. Принять участие в благотворительном марафоне может любой неравнодушный житель Сосногорского района. Реквизиты для перечисления средств вы видите на ваших экранах. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, в первую декаду месяца в Коми ожидается устойчивое повышение температуры воздуха. В период с 4 по 7 мая прогнозируется аномально теплая погода со среднесуточными температурами в среднем на 10 градусов выше климатической нормы. Ночью около 6 градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до 12-15 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Напомним, в эти дни в «Горизонте» проходит 26-й республиканский рок-фестиваль. В субботу состоится 2-й конкурсный день и гала-концерт. С новой информацией мы познакомим вас уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.